Стало известно, что Коммунистическая партия Китая продолжает испытания ядерного оружия в уйгурском регионе. Согласно информации «Голоса Германии», 15 апреля Министерство иностранных дел США опубликовало доклад, посвященный контролю военной подготовки, в которой было указано, что китайские власти проводят в уйгурском регионе испытания ядерного оружия с низкой взрывной силой. Вместе с этим в докладе не представлены подробные доказательства этих испытаний. Однако сотрудники The Wall Street Journal провели расследование и опубликовали факты, которые им удалось получить. В отчете издания пишется, что на протяжении 2019 года на китайских ядерных объектах, расположенных в Лабноре, периодически проводились испытания. Специалисты заявили, что испытание ядерного оружия на атомном полигоне, находящемся в пустыне Такламакан, который китайские власти используют с 1964 года, противоречит договору по запрету на испытание ядерного оружия, подписанное Китаем в 1995 году. В свою очередь, Министерство иностранных дел Китая опровергло обвинение США и заявило, что Пекин соблюдает условия договора и выполняет свои обязанности. Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что США внимательно следят за информацией о том, что коронавирус нового типа был разработан в лаборатории, расположенной в Ухане, и отметил, что на данный момент неопровержимых доказательств этого не имеется. Вместе с этим Эспер сделал следующее заявление. «Мы уверены в одном – китайское правительство должно было быть честным и открытым по данному вопросу». На вопрос о намеренном введении мира в заблуждение со стороны китайских властей Эспер ответил, что Китай скрывает информацию с самого начала. Отметив, что и сейчас Коммунистическая партия Китая продолжает искажать факты, министр обороны США продолжил следующим образом. «Нам необходимо разобраться в ситуации. Это всемирная пандемия, с которой мы должны бороться сообща. Мы не можем наблюдать, как Пекин умалчивает о реальной ситуации с коронавирусом». С другой стороны, США выступили против выделения средств из Мирового валютного фонда для Ирана и Китая. Управление Всемирного банка объявило, что 102 из 189 государств-членов фонда обратились за поддержкой в связи с эпидемией. Английская газета «Финансовое время» опубликовала интервью президента Франции, который оценил ситуацию с эпидемией в Китае. Эммануэль Макрон отметил, что произошло то, о чем он не располагает информацией. Говоря о том, что сравнивать Францию, Германию и Италию с Россией и Китаем по вопросу борьбы с эпидемией неправильно, Макрон сделал следующее заявление. «Призываю вас не быть наивными, говоря о том, что Китай успешнее нас в борьбе с коронавирусом. На данный момент мы не имеем точной информации. Честно говоря, произошло то, что мы пока не способны контролировать». Подчеркнув, что страны Евросоюза несут огромную ответственность в вопросе борьбы с эпидемией и устранения его последствий, Макрон продолжил. «Нам необходимо решить, что представляет собой Евросоюз – политический проект или экономическое содружество. Я считаю, что Союз является политическим проектом. Если не пересмотреть его формат, то европейская мысль и единство могут пошатнуться. Нам не нужен рынок, где для сохранения остальных кого-то приносят в жертву». Лидеры «семерки» обсудили шаги, которые должна предпринять Всемирная организация здравоохранения для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа и пути восстановления мировой экономики. В письменном заявлении Белого дома указывается, что в телеконференции, посвященной вопросам здравоохранения, безопасности и развитию экономики, приняли участие президенты Германии, США, Англии, Франции, Италии, Японии и Канады. Отметив, что ежегодно «семерка» выделяет Всемирной организации здравоохранения, которая не справляется с поставленными задачами более $1 миллиарда, лидеры призвали провести реформу организации. Министерство обороны Казахстана сообщило, что близ аэропорта города Караганды во время планового полета потерпел крушение истребитель МиГ-31, принадлежащий военно-воздушным силам Республики Казахстан. В заявлении было указано, что в двигателе самолета произошло возгорание. Пилотам удалось направить истребитель в открытую местность и катапультироваться. Для расследования причин инцидента была создана специальная комиссия.